Участниками сессии были высказаны предложения о необходимости учета арктических условий при разработке концептуальных нормативных правовых актов Республики Саха-Якутия, начиная от разработки проекта закона об арктической зоне Республики Саха-Якутия, заканчивая необходимостью пересмотра на территории арктической зоны стандартов, структуры и параметров минимальной сети объектов социальной инфраструктуры Республики Саха-Якутия, принятых постановлением правительства номер 202. Обсуждение велось по различным направлениям. Это и экономика, это образование, сельское хозяйство, экология, цифровое, инновационное развитие Республики Саха-Якутия. И прозвучало очень много очень таких дельных предложений, замечаний. Благодаря уникальной площадке вот эти все предложения будут учтены в проекте стратегии социально-экономического развития арктической зоны Республики Саха-Якутия на период до 2030 года, разрабатываемого в целях проведения единой государственной политики по развитию арктической зоны и определения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач для решения ключевых проблем социально-экономического развития арктических территорий. Главной целью стратегии в первую очередь является создание социально-экономических условий для комфортного проживания человека в Арктике. И до 1 июня перед нами стоит задача разработать проект стратегии и план мероприятий по ее реализации. Будет разработана отдельная государственная программа по развитию Арктики, в которой будут учтены выделены арктические разделы действующих государственных программ, а также новые мероприятия стратегии. Сейчас мы предлагаем уже обсудить в рамках данной сессии то, о чем мы говорили в предыдущих двух сессиях, и уже с участием главы республики определить все-таки, каково будет будущее Арктики. Мы знаем, что проблем в Арктике очень много, по многим показателям арктическая зона Республики Саха-Якутия отстает от средних республиканских. И вот эти все вопросы, все отчаянные надежды жителей Арктики, которые сегодня озвучивают представители муниципальных органов власти, мы хотели бы обсудить с вашим участием, Александр Сергеевич. И позвольте первое слово предоставить вам. Пожалуйста. Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые главы муниципальных образований Арктической зоны республики, приглашенные, я рад, что мы сегодня здесь в рамках проведения мероприятий Съезда муниципальных образований республики нашли возможность встретиться с вами, обсудить те вопросы, которые стоят на арктической нашей территории. Конечно же, к огромному сожалению, сегодня мы можем только констатировать, что за последние десятилетия Арктика у нас превратилась из такой динамично развивающейся в свое время территории, она у нас достаточно некомфортную, превратилась в территорию проблемную, которая имеет сегодня очень устойчивую, к сожалению, тенденцию к сокращению населения. У нас за 8 последних лет на 8,5% сократилось, официально сократилось число жителей арктической зоны, а на самом деле я думаю, что даже больше, потому что многие ваши жители сейчас проживают в том же Якутске, например, не меняют просто регистрацию. И, конечно же, для развития арктической зоны нам необходимо выработать свои какие-то подходы к развитию всей территории, экономические, социальные, какие-то системные, можно даже сказать, подходы. Сейчас достаточно много говорится о развитии Арктики в целом в стране. Я непосредственно как член Госсовета, который один из тех глав регионов, которые входят во все эти рабочие комиссии, могу сказать, что пока и на уровне Российской Федерации четкое понимание, как Арктика должна развиваться и будет. В первую очередь сегодня обсуждаются вопросы экономического развития Арктики, реализации крупных инвестиционных проектов на территории арктической зоны Российской Федерации. И опять же, к сожалению, республика полностью выпала из этого, за последние десятилетия выпала полностью из этого, плода. Ни одного реализуемого на сегодняшний день уже конкретного проекта экономического крупного на территории арктических районов нет. Тогда как каждый другой субъект, будь то Мурманск, Архангельск, Ямало-Ненецкая автономный округ, Красноярский край, Чукотка, они все имеют уже реализованные и
и начавшиеся в последние годы крупнейшие инвестиционные проекты. И если еще пару лет назад по Северному морскому пути еле там набирался 1,5 миллиона тонн грузов, то сейчас задача президента поставлена до 2024 года довести грузомотор по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн. Сегодня уже до 50 миллионов тонн уже сделать. Это именно исключительно из-за начала реализации крупнейших инвестиционных проектов от Ямал-СПГ, где сжиженный природный газ уже начинает производиться в огромных количествах. И это проекты по добыче каменного угля, в первую очередь на Дикси, Красноярском крае. Вот в общей сложности, еще раз говорю, 50 миллионов тонн уже по Северному морскому пути. Мы все как-то тоже немножко наивно думали, что раз Северный морской путь заработает, то, по крайней мере, вот наши порты, которые расположены вдоль Северного морского пути, в первую очередь Дикси, Черский, Зеленоморский наш порт, они тоже получат вторую жизнь. Да? Кажется, мы ошибались, потому что нынешняя концепция Северного морского пути России, она предполагает использование ледоколов нового поколения, которым нет необходимости двигаться вдоль берега там, с постоянными заходами в порты. У них будет два лишь захода в порты, то есть если они из Сабеты в Ямало-Ненецком округе будут стартовать, то они зайдут еще в Харбину и потом уже будут заходить на Камчатку. Все больше других портов по дороге ни у нас, ни на Чукотке, они ни на Красноярском крае больше других нет. Поэтому, скорее всего, по Северному морскому пути мы будем работать в части Дикси с Министерством обороны, потому что оборонное значение Дикси оно все равно очень большое, очень значительное, и с точки зрения обеспечения безопасности нашего государства, вот в Дикси у нас основной упор пойдет на работу с Министерством обороны. Что касается Зеленоморского порта, мы здесь будем работать в кооперации с Чукоткой, строительство той двухгодичной дороги, о которой мы вот с Иваном Павловичем все время тоже много обсуждали, чтобы пошло от Зеленоморского порта в сторону Чукотки дороги, где-то 70 километров, круглогодичная, которая бы смогла бы обеспечить постоянный грузопоток для решения проблем по освоению полезных месторождений полезных ископаемых именно на Чукотке. Что касается других наших территорий, коллеги, я дал поручение правительству и Министерству промышленности и прошу вас также, так, если у кого-то есть какие-то идеи по освоению месторождений полезных ископаемых в вашей зоне, так, то на активно правительство выходить. Потому что проекты у нас все осуждены. И самое главное, сейчас Юрий Петрович Руднев, полпред президентом Дальнего Востока, все эти проекты очень активно поддерживают. Мы сейчас самые разные методы находим для их поддержки. Другой вопрос еще раз, что, к сожалению, готовых проектов у нас в республике нету. Мы очень много говорим о том, что у нас всего и все есть, алмазов, золота, каменного угля и так далее, но как только дело касается конкретики, у нас чисто без бумаги, больше ничего нет. Поэтому здесь, конечно, нам надо будет спешно выдвигать. Но, конечно же, наряду с промышленным строительством мы обязательно должны думать и о сохранении наших традиционных отраслей сельского хозяйства, в том числе животноводства, рыболовства, охоты. В этом направлении правительство тоже будет работать. И, конечно же, жизнь людей населения. Так, это обеспечение комфортных условий проживания в наших арктических поселках. Для нас тоже должно быть серьезное приоритет. Здесь я вижу, что, конечно же, вот та программа переселения из аварийного жилого фонда, она вам очень серьезно поможет. Вместе с тем, коллеги, я слышал уже от некоторых глав, что вы будете там пытаться все и вся вместе построить, так, и не давать людям возможности воспользоваться тем пунктом, который сегодня федеральный закон позволяет. А он им позволяет не претендовать на новое жилье, например, селянки, да, он им позволяет получить деньги за это жилье, рыночные, да, по стоимости землянки, и жилье, например, купить для себя уже в другом субъекте Российской Федерации или в другой точке Республики Саха-Якутия. Коллеги, это возможность сегодня предоставлена федеральным законом. Если люди, особенно пенсионеры, которые всю жизнь работали у нас на севере, сейчас хотят уехать, захотят этой возможностью пользоваться,
Вот никаких препятствий в этом быть не должно. Потому что еще требования закона не надо вам под это дело попадать. Конечно, по максимуму будем строить, поручения такие даны правительству, сейчас как раз Минстрой разрабатывает эту программу, что с прошлого года. И со следующего года уже активно во все это дело дойдут. Но вот еще раз говорю, подходы людям у нас должны быть такие, что любой из трех вариантов, которые вы выбрали, строительство нового жилья, покупка на вторичном рынке или просто получение денежной компенсации, он обязательно должен правильно использоваться. И они все равнозначны. Как только мы услышим, что где-то кто-то пытается там мешать, то санкции будут очень жесткие. И с моей стороны, и со стороны правоохранительных органов. Поэтому прошу это очень четко всем понять и продукты свои четко использовать. И завтра у нас на съезде будет мое выступление. Я, конечно же, буду там озвучивать ряд предложений по стимулированию нашей деятельности, активизации на арктической зоне. Но сегодня мне хотелось от вас услышать не только вопросы, так вопросы к вас море, я знаю, так, но и определенные предложения, которые, в принципе, мы могли бы учесть при составлении стратегии развития арктической зоны нашей республики. К сожалению, хочу здесь констатировать, что правительство крайне медленно пока занимается разработкой этой стратегии. Вчера мы Викторовичем на эту тему разговаривали. Поэтому, на мой взгляд, все-таки темпы недостаточно быстрые. А в практике она двигается очень быстро. Вот. Ну, наверное, так вкратце, и прошу уже как-то высказаться. Спасибо, Александр Сергеевич. Итак, мы начинаем наше обсуждение, обмен мнениями. У нас большая просьба выступающим придерживаться регламента, покороче по делу и учитывать то, что это стратегическая сессия, то есть говорить не о каких-то текущих проблемах, да, все-таки о стратегическом видении развития ваших районов, ваших поселений, и эти предложения нам очень пригодятся. Итак, давайте начнем. Пожалуйста, вот первый, в третьем ряду. Пожалуйста, вам слово. Представьтесь, пожалуйста. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые коллеги, представляю Соскласский наследие Новоского района, глава Наследия Николаевич Петрович. Ваш приезд, Арсений Сергеевич, уважаемый, в Соскласский наследие я озвучивал, я тоже еще директоре тоже говорил и буду говорить, потому что серьезный вопрос сейчас, задача тоже нас заставляет действовать решительно, и поэтому много говорить я не буду. Предлагаю еще раз рассмотреть вопрос о дифференцированном подходе в установлении нормативов налогов, которые оставляются в бюджетах поселений. Спасибо. Спасибо, Александр Сергеевич. Вы в каком режиме вопрос-ответ или... Ну, давайте так сделаем. Некоторые предложения от вас уже раньше поступали, например, вас говорил, вы мне это было в третий раз слушали, да, мы поручения такие правительства дали, они их изучали. Вот. Но, коллеги, здесь надо понимать, что мы не можем отдельно для арктических поселений так установить дифференцированную норму отчисления налогов ниже, чем на других районах. Да? Если мы начнем это менять все, то у нас налоговая система в целом будет очень серьезно разбалансирована. Вот часть налогов мы еще раз посмотрим, так, что мы можем сделать. В том числе по налоговым отчислениям такие, скажем так, послабления по арктической зоне сделать тоже абсолютно сегодня. Спасибо. Пожалуйста, Павел Марказов, Волжский район, Волоханов-Чистайский наследие. Уважаемый Арсений Сергеевич, уважаемые коллеги, глава Волоханов-Чистайского национального наследия Омского района Марказов Павел Маркович. Вот Арсений Сергеевич правильно сказал, стратегия развития Арктики невозможно себе представить без стратегии развития традиционного наследия. Но я хотел бы немножко остановиться на производстве. Как вы знаете, отрасль переживает не самые лучшие времена, половое количество оленей сокращается, производство падает. И вот самый главный вопрос здесь нехватка кадров. Да? Кадров. И вот поэтому хотелось бы остановиться на создании условий труда льготам. Это строительство
домиков на местах качелей, строительство коралей, строительство изгородей, потому что мы как бы все идем к тому, что в таежной зоне будет изгородное содержание линий, и в горно-таежной зоне будет полуизгородное как бы содержание линий. Да? И второй вопрос, который нас очень волнует, это торговля волками. Вот где-то пришла информация, что за прошлый год деревнями затравлено оленей на общую сумму где-то 400 миллионов рублей. И вот у нас мы вот, на следующий вопрос решались и как бы пришли к выводу, что в горно-таежной зоне все-таки нужен авиастрел волков. Авиастрел волков. И вот эти деньги, чтобы были как бы переданы или перечислены именно району для эффективного использования бюджетных средств. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, уважаемый Михаил Михайлович, Василий Сергеевич и коллеги. Остановлюсь, продолжая тему традиционной отрасли, предложения. Я уже говорил, вновь созданное Министерство Арктики объединить традиционные отрасли, оленеводство, рыболовство, все внести в одно министерство. Там будет проще работать, вот, а наше доблестное Министерство сельскохозяйства без этого очень сильно нагружено. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вот в том ряду. Василий Сергеевич, Василий Ильич, Рабукин Анатолий Александрович, Сологов национальный линейному району. Вопросу на идее изначально программ. Я минерализер, это ичатка террасный назерный маралар, назерный салатлар таны. Он бега обсужден который тогда аташки израиль цена. Бега маморен было представить гибридные тоже было. И чага это евро никогда не видел. Он бумага имеет лида, он доллар саратуна лида, вот где его тем вопрос был. И так сидим я буду. Bu Afrika oyunlara sevgide bu ihtiyaçlı programlarda tavırının bir haydi varlıkları bu bilgi. Ona niyata bulunur hukumi programından monitör olarak, olarak materyal uygulansa bilgi iyi kararlı projeler niyata sebebinin o monitör yol iyi bağlı kırıcağızda bilgilerine indirdi. Спасибо. Вот там во втором ряду, а затем вот будет на последнем ряду. Добрый день, Александр Сергеевич, уважаемые коллеги. Глава Переляцкого наследия Ладайковский УЛОС Николай Алексей Владимирович. У меня вот такое предложение. Я, конечно, поддерживаю насчет развития малой авиации в арктических полуостров. Но для развития малой авиации это долгий процесс, я понимаю, я сам авиатор. Я бы попросил обеспечить и возобновить программу обеспечения труднодоступных на следу вездеходных техник. Мы прошли все инстанции, Минтранс, Госкомитета, уже обращались в новое Министерство Арктики по обеспечению вездехода, пока положительных ответов нет. Потому что расстояние 160 километров до районного центра снегохода, как мне дядя говорит, я не выдержу, следующий боец. Ну, это пожилой возраст. Спасибо. Ну, видимо, уже идем по всем предложениям, а затем уже по итогам. Да, абсолютно. Пожалуйста. Ben iki grup ilgilenmede bu Mahmut Bağım'la program. Bu bile küçük kanalları reformaların kolları bilim durumuna bu Mahmut Bağım'la kostavın nizakonu bırakılır bağlı. O kutu bilim lisenziyalar oldu yaptığın kasabasının bu bakmanın korkununda onda okutlar hatta bilim kritiğinin onu tek doğan açıdan volunteer edildi. Antara bu kolları tibarıyla lisenziya verilen kayda
именно попутный спорт. Именно помпа то усуна то легкий. Вот tu kan kalau kita berkata kecil lagi, anak orang ini ras nijawat jadi mana bawa kita jauh tu program beri statistik mana nilai statistik berjalan tu sistem tak sekali bilik. Beri total berapa yang tu dah üstte выездной то может tu kena mana tu результат berbeda. Kalau tu tiada komisi yang mana dengan изимай этот доход, dengan kita dоход yang berparah. Kalau kadang orang bawa biar kita unik, lokal pun boleh orang berbeda orang, kalau tu dah bisa kita tu dah makan tu. Bukan tu kalau kita ni, usaha bahar kempen dia ni, boleh. Добрый день, Алексей Николаевич, Михаил Зуевич, уважаемый Алексей Сергеевич, уважаемые коллеги, Нижегородский район села Антошкина, глава Макарова, Рима Гавриловна. У меня предложение, или основная проблема наших практических сел, я считаю, по обеспечению продовольствия и топлива. На сегодня мы работаем с Якутовторгом и Сахалинским сбытом. И доходит до того, что, например, по обеспечению, решен вопрос по обеспечению табированными нефтепродуктами, но сегодня у нас, например, в селах отсутствуют, например, те же контейнерные площадки, и мы два муниципальных образований подписываем муниципальные гарантии под завоз нефтепродуктов. Например, я в этом году на летний, осенний и зимний период до следующего года нам фактически необходимо где-то 50 тонн. И под эти 50 тонн мы подписываем муниципальные гарантии. Например, получается где-то 6 миллионов, под 6 миллионов. Но, как сказать, поэтому я считаю, что и по Якутовторгу тоже мы несем большую ответственность, потому что не всегда наши операторы муниципальные, хотя мы с ними работаем, вовремя рассчитываются. И получается, что мы сейчас вынуждены брать под ответ хранения главы муниципальных образований. И у меня предложение все-таки, наверное, нужно рассмотреть вопрос чтобы Сахалинский газсбыт, Якутовторг открыли свои филиалы в наших селах. Вот такое у меня предложение. Спасибо. Так, еще предложение. Вот там вот, в третьем ряду. Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый день, Алексей Сергеевич, Михаил Ефимович, председатель районного совета депутата Омского района Маракезов Сергей Николаевич. Будет немножко предыстория, Алексей Сергеевич. У нас такая ситуация произошла в 2016 году. Но я сейчас председатель районного совета, да? Но в 2016 году, благодаря поддержке правительства, я хотел на предыдущих площадках этот вопрос задать, но все-таки решил именно к вам обратиться, Алексей Сергеевич, в свете вашего указа об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия от ноября 2018 года. Там в пункте идет развитие инфраструктуры особо охраняемых природных территорий в целях повышения эффективности природоохранных мероприятий и развития экологического туризма. Далее, потом на предыдущей площадке Семена Илларионович, также там у него была рекомендация муниципального образования в свете именно помощи организации охотничьего туризма. Да? Вот в 2016 году, если быть короче, мы получили грант, район получил грант 2 миллиона. Вот. На территории национального парка, конечно, был очень короткий срок, мы построили туристическую базу. 2 домика, дальше намерены были ее достроить, но в связи с вмешательством прокуратуры данная организация ООО
было привлечено к административной ответственности на 600 тысяч. Сейчас вот данные организации как бы из-за этого не функционируют. Туристическая база тоже зависла. Что можно говорить эти вот по выполнению данного указа, если как бы у нас противоречие именно... Ну, конечно, были проблемы именно и сейчас. Земельный участок не выделяется, и говорят, скорее всего, он и не будет выделен, так как находится в заповедном территории. Но Омский район желает развиваться, как я и он. У нас есть свои бренды. Это такая Луганчестайская большая Омская наледь, Пик Победы, большая вулканы, незамерзающие озера, Мраморная гора и так далее. Поэтому вот в свете ваших указов Омский район хотел бы развития именно вот туризма в нашем районе. Но, извиняюсь, вы еще являетесь главой координационного совета по предпринимательству, Арсений Сергеевич, поэтому пришли помощь в решении данного вопроса. Спасибо. Пожалуйста, еще предложение. Пожалуйста, Александр Степанович, Иванов, Ленинский район. Уважаемый Алексей Сергеевич, здравствуйте. Уважаемые коллеги. Алексей Сергеевич, мы задали вопрос, предложение меня обсудили с коллегами с Майей Андреевной, с Александром Павловичем, с Денисом Григорьевичем. Если есть поддержка, и просим вас тоже рассмотреть наше предложение. Два предложения. В свете вашего указа развития сельского хозяйства стратегии у нас ориентированы на экспорт экологически чистой продукции традиционных сельских хозяйств. И вот экспорт мы предлагаем, мы в прошлом году решили заняться сбором дикоросов. Собрали более 3 тонн голубики и морозки. Зеленую, как известно во всем мире, арктическая северная, ну вообще дикоросы, они более перемены Польши и выбыли и так далее. Вот. Если по всем северным арктическим районам предложить вопросы, то, во-первых, мы сами удивились. Дети, старики с утра до вечера занимались сбором дикоросов. Несли и несли. Вот. Конечно, мы за счет местного бюджета все профинансировали. Но это очень хорошее направление. Второе направление, Алексей Сергеевич, вот сегодня мы тоже получили поддержку в своем предложении от Министерства экономики. Назову 4 цифры. Домашнее оленеводство, продукция домашнего оленеводства в год запивается 2500 домашнего оленя. Дикого оленя Министерство охраны природы выдается лицензии около 20 000 в год. То есть заготавливается мясо домашнего оленя 125 тонн, а дикого оленя практически 1000 тонн. Оборот дикого оленя 300 миллионов рублей. И вот здесь мы могли бы действительно выйти на рынок и Китая, и мы знаем, что охотничья продукция очень ценится, как экологический вещество. И у нас есть несколько предложений, как развивать эту область. Хотели получить вашу поддержку. Спасибо большое. Спасибо, Александр Степанович. Еще вопросы? Нижний Калмыцкий район. Не звучал еще вопрос от вас. Да. Здравствуйте, уважаемый Алексей Сергеевич, Михаил Ефимович. У меня ряд, наверное, предложений, таких важных для нашего района. Но первое, я не буду останавливаться, конечно, на дороге, Алексей Сергеевич уже все сказал. Играет, конечно, главную экономист в развитии экономики нашего района. Ну, хотел бы одно из предложений, как бы подчеркнуть и сказать, это недавно коллеги мои из Фусьянского района выступали, Георгий Николаевич, в том, что вот на сегодня у нас арктические реки мелеют практически. И на одном из заседаний Арктического совета при главе в декабре этот вопрос тоже рассматривался 2018 года. И там прозвучало изучение рек, баров рек Колыма и Лены. На предмет обмеления, и было, значит, для нас звонком,
что теряется и значит, мельчает наша рыба северных сиговых пород. Но в связи с этим, конечно, вопрос и в свое время, еще начиная с советских времен, 90-е годы, Михаил Ефимович нам очень хорошо помогал в этих вопросах в группе Колымских районов. Вот по этой же проблематике мы видим тут, если взять конкретно реку Колыма, два момента. Ну, это первое, строительство каскада ГЭС. Вот все-таки они влияют. Когда было первое построено на Колыме Селигорское, в принципе, мы тоже тогда, население наших районов возмущалось, потом как-то привыкли, но скачок уже был. Звонок, можно сказать, тому, что мы теряем одну из ценных видов пород и рыбы, которая является брендом всей нашей республики практически. Вот. И второй момент, это вот я как говорил, обмерение. Тут здесь нужно быть, наверное, комплексный подход науки об изучении этих вопросов, влияние строительства каскада ГЭС. Во-первых, подрывается и кормовая база в первую очередь, и обмеление рек, это понятно. Далеко, вот в этом году у нас произошла основная рыба-ряпушка, это мы не выловили где-то около 200 тонн, мы так образно считаем, потому что море обмелело где-то до 15 километров вглубь Восточно-Сибирского моря, что и повлияло на недоход этой рыбы. И поэтому один из вопросов, значит, мы уже в течение 10 лет наш район ставит этот вопрос о возведении или строительстве рыборазводных заводов именно по этим рекам. Я включаю Яну, можно и Вигерку в том числе, вот обязательно. Значит, то, что мы будем уже сами воспроизводить и заниматься ловом этой же рыбы. То есть, вот наш район в свое время, в советское время, ловил более 2200 тонн рыбы. Сейчас мы еле-еле 700 тонн, и то временами, как вода, судя по воде. Но с одной стороны, вроде паводок был огромный у нас, претерпели наши населенные пункты такое бедствие, а с другой стороны, вот осень, реки мелеют, и нет рыбы. Вот это одно из предложений, как научное обоснование делает, в том числе и малые реки нашей Алазеи, в том числе и других рек на территории Нижнеколымского района, которые имеют самостоятельный выход в море. Территории. Второй момент я бы хотел еще озвучить, уважаемый Арсений Сергеевич, это радует то, что, конечно, выработано 5 стратегических указов, которые мы сегодня обсуждаем на наших дискуссионных площадках. И тоже в свое время, мы Арктические районы, я и Панаш скажу район, и Колымские районы, мы ставили вопрос, чтобы развитие нужно не только с запада идти на восток. Сами понимаете, где мы очень далеко живем, доходной базы нашего бюджета ее практически нет, только подоходный налог, и все, это единственный доход нашего района. Вот, и составляет сегодня у нас дотационная часть госбюджета республики 97%, грубо говоря. Вот, поэтому это вызывает большие опасения в своем развитии, огромные. Поэтому мы в свое время тоже ставили вопросы перед правительством нашей республики, руководством, о том, чтобы приняли концепцию развития наших арктических районов и с восточной стороны. Мы бы сейчас, если так сказать точно, 12 лет назад уже начали ставить эти вопросы. На сегодня хорошо, что вроде бы вопрос трогается с места, но ускорить действительно это нужно. Мы, во-первых, теряем наших людей, уходят люди, уезжают. В свое время в районе в 99 году проживало 15 тысяч человек, сейчас осталось 4200. И процесс этот продолжается. По прошлому году у нас миграционный отток составил 176 человек. Хотя демографическая политика говорит о том, что естественный прирост у нас даже увеличивается. Но отток, он тоже играет немаловажную роль. Спасибо. Надеюсь, что примется правильное решение. Спасибо большое. Так, пожалуйста, второй ряд. Уважаемый Алексей Сергеевич, Михаил Ефимович, уважаемые коллеги, Сергей Иванович Хозяйкин.
Свободы Статуя Жиганского района. Так, я становлюсь стратегический вопрос по строительству дорог. На данное время до Жиганского области существует дорога республиканского значения, но хотел бы ставить вопрос строительства круглогодичной дороги до Жиганска. Но так как Жиганский район в дальнейшем будет являться как заполярный арктический улус болотами Арктики. И второй вопрос по развитию малой авиации. Мы уже несколько лет участвуем на грантах по содержанию, ремонту аэродромов. Да? Вернее, в наших условиях вертодромах. Содержим на свои усилия аэродрома, но в дальнейшем в связи с развитием малой авиации в других даже арктических улусах возможно будет содержать аэродромы для малой авиации. Спасибо. Спасибо. Еще кто желает выступить? Вот, пожалуйста, Павел Анатольевич, глава Омского района. Добрый день, уважаемый Василий Сергеевич, уважаемый Владимир, уважаемые коллеги. Ну, практически все наши коллеги остановились на вопросах, но я бы хотел остановиться в части того, что все-таки мы все практически районы северные уже нацелены на исполнение этих 6 стратегических указов, нашей республики, Сергеевич, наших указов. Но есть ряд некоторых таких проблемных вопросов, которые, просто скажем, не дают нам дальше двигаться. Поэтому тут я просто коротко скажу, это вопросы авиации, раз. Вот. Большое огромное благодарность и правительству, и Муниципальному нашему по при создании казенных предприятий дороги. Они с созданием данного предприятия у нас гораздо улучшились условия передвижения. Да? Вот сегодня практически весь грузооборот в северо-атлантических территориях происходит автоземник. Раньше, когда мы опаздывали, да, не было дорог, просто направлений, очень было тяжело, но сегодня стабильная ситуация. Благодаря данному предприятию. Поэтому я считаю, что все-таки в автомобильских территориях вот это предприятие должно динамично развиваться, не расширяться. Ну, и хотел бы второй вопрос остановиться. Не секрет, что сегодня развивается промышленность. Да? Идет освоение, разведка месторождений. И в части Омского района у нас более 100 лицензий уже выделено, лицензии минуя нас. У нас никто не спрашивает. Мы только запрос делаем и видим, что у нас уже идет разведка 98 участков по золоту, по цветным драгоценным металлам и по мамонтовым битам. Да? И мы практически с ними никак не контактируем. И они не идут к нам. Поэтому в этом вопросе большая просьба, чтобы Минпром наш более тесно с нами работал и помогал с ними, чтобы мы работали в контакте. Население-то, как бы будоражено и так далее, и с нас требует. Поэтому мы ищем пути, чтобы мы, как бы сказать, совместными усилиями развивали свой рынок. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, вот в третьем ряду. Пожалуйста. Уважаемый Василий Сергеевич, Уловский район, глава Уловского национального олимпийского наследия, Челябинск Иванович. Но я хочу сказать, что мы связываем большие надежды, конечно, с развитием
нашего морского пути, вот, с развитием Министерства обороны по защите северных рубежей нашей Родины. Но я хочу остановиться на одном вопросе. Но севера и Арктика богата не только природными ресурсами, она богата еще своей природой, нетронутой. Вот. Но на примере Угловского района у нас есть заповедник республиканского значения, Успенский заповедник, вот, который тоже проводит большую научно-исследовательскую работу. Вот, и наша природа тоже богата своей флорой и фауной и привлекает и иностранных туристов, и своих туристов. Вот как вы смотрите, уважаемый Александр Сергеевич, вообще вот развитие туризма в арктических северных улусах и в каком виде он найдет свое приложение вот, в программе стратегической развития арктической природной республики Саха-Якутия. Спасибо. Так. Еще есть желающие выступить? У нас не прозвучали предложения от Устьянского военного, да? Есть еще предложения? Да, пожалуйста. Второй ряд. Добрый день. Меня зовут Александр, глава Национального исследования. Все мы знаем, что львиные доли речных приемных фауну снабжает Арктика, да? Весенние вегетаристы по любому квартированию. Получается, что вновь организованные КРО или общины не могут взять себе квоту на добычу биоресурсов. Вот. И получается, что квоты все разделены между действующими общинами, а новообразованные не могут. И в конечном итоге получается, что те общины, у кого квоты есть, иногда не выполняют 100% свои квоты, но квоты за ними остается. Вот я бы хотел и предложил бы, чтобы именно вот долевое квотирование отменили в Арктическом районе, чтобы новообразованные общины могли реализовать свои потенциалы. Спасибо большое. Спасибо за предложение. Еще, пожалуйста, не вижу. Вот сзади, в самом ряду. Передайте, пожалуйста, микрофон. Добрый день, уважаемый Александр Сергеевич, коллеги, Николай Степанович, Анастасия. У меня предложение по поводу включения в проект, в работу проекта федерального закона, который о вольном промысле золота, который предъявляет более упрощенный вид добычи золота и позволяет ударным предпринимателям зарабатывать до 10 килограмм. И это, во-первых, приведет к более обширному добыче в нашем районе. И также можно сделать как туристическое далеко. Ну, как, например, на Аляске так делают. И второе, опять я поддержу Нижнекамский район, чтобы включить в стратегию обязательно комплексную экспертизу экологическую. Наша бассейная Дикая от воздействия агрессоров и также водоплавающих предприятий Магаданской области. Потому что это позволит уже на правовом поле регулировать с ними, взаимодействовать и регулировать какие-то определенные моменты. То есть ущерб и так далее. Спасибо. Спасибо. Так, пожалуйста, еще вопросы, предложения. Иван Иванович, пожалуйста, от общественной палаты. Добрый день. Космический микрофон. Александр Сергеевич, я сегодня здесь представляю общественную палату. У меня вопрос такого порядка. Стратегия, концепция разрабатывается, по полному ходу.
Общественная палата по мере возможности принимает активное участие. Наши предложения кое-какие нашли отражение в проекте концепции. Но сумма большая, конечно, для реализации этой стратегии до 30-го, до 50-го года. И в связи с этим у меня такой вопрос, Александр Сергеевич. Конечно, один бюджет Российской Федерации, Республики, нагрузка на них большая вот, для реализации этой стратегии. Поэтому есть возможность, вы все сами хорошо знаете, участие недропользователей в этом деле, значит, в виде государственного частного партнерства, в частности, особенно строительства автомобильных дорог. Вот я прочитал, как дорожники в этой концепции, значит, включено строительство новых дорог круглогодичного действия примерно 3400 километров и по сегодняшним ценам примерно на 250 миллиардов рублей. Это вся цена вот этой стратегии примерно 800 миллиардов, так отражено в проекте. И в связи с этим, как вы считаете, можно ли или необходимо ли разработка и принятие закона Российской Федерации по социальной ответственности бизнеса? Вот насколько мы знаем, сегодня от нефти и газа Одесской Республики в виде налогов ничего не остается, хотя говорим, значит, мы развиваем сильно нефтегазовую отрасль. От золота, от серебра, от угля и так называемых твердых полезных ископаемых 50% остается в республике, 40% уходит в русах. Ну, может быть, само собой, но ничего не остается, кроме как налоги от инертных материалов. Песка, глины и дорожного газа. Есть ли такая необходимость? Спасибо, Иван Иванович. Пожалуйста, еще есть предложения? Да. Чувствуется себе реально очень спокойно. Как там пойдешь в село, там одни такие глобальные проблемы ставят. Все просят, а вы очень спокойно ведете себя, потому что знаете цену свою. Александр Сергеевич, уважаемый, я хотел бы ряд вопросов, с одной стороны, построить, с другой стороны, послушать вас, как относитесь к этой проблеме. Первое, это 4 наших вуза: Анабар, Королев, Жиганск и Бугурский. Они путь свой определили, и они связаны будут с промышленностью, с развитием промышленности. И сегодня неплохо решает проблемы своей. Я думаю, пройдет еще 10-5 лет, эти вузы действительно станут на ноги и на уровень городов, сел зарубежного севера и зарубежного юга. Другой вопрос. Вузы расположены в бассейне реки Яна и Вика и Казна. Вот здесь есть, конечно, проблема. Как вы смотрите, местные товарищи, вот у нас зарождается довольно мощная частная организация «Арктикапитал». Так? Вот как вы в правительстве и регионы, то есть территории, в каком или в уставном капитале, какой-то форме бы помочь этой компании с таким расчетом, что местные жители
Арктикапитале. Арктикапиталы, я смотрю, с точки зрения опытности, руководители все опытные. Вот, на деле не один десяток лет доказали, они на севере, как надо работать, как привлекать местное население и во всех отношениях вот, проверенные люди. Поэтому я думаю, мог бы бюджет участвовать, территория участвовать с таким расчетом, что мы там проблемы занятости местного населения вот, решали более оптимально, доходно и используя свои недровые богатства. Следующее. Вот мы в свое время имели агропромышленное объединение «Север». Это в 80-х годах. На мой взгляд, передача проблем села сельскому министерству сельского хозяйства не только не потянет, а пагубно еще хуже повлияет на сегодняшнее состояние. Поэтому нельзя ли вот посмотреть на создание рыночной вот, объединения наподобие вот, «Север», объединяющие улусы, расположенные вот, на бассейне рек Яна, Колыма и Индигирка. И третий вопрос – вопросы кадров. Вот товарищ Погадаев, занимая определенные должности, по-моему, весь север мировой объект. Так? Как люди живут, и он скажет, что мы намного отстаем. Отстаем именно кадровой политики, подготовки кадров. Вот. Нельзя ли учебное заведение, вот, во-первых, то, что зеленому колледж работает, а есть работает. Он занимает, кого выпускает? Вот единственный колледж, который у нас сегодня выпускает оленевод механизатор специальность, но кроме этого есть много других, там и горный инженер, и так далее. Его сделать бы филиалом сельхозакадемии или университета. И его статус повысить таким образом, что высшее образование, чтобы люди получали именно на севере, получали на севере, все же адаптация быстрее, лучше проходит жителям Северо-Арктики, и могли бы они заполнить вот места и в бюджетных учреждениях, в производстве, а то сегодня у нас, наверное, все больше киргизов, узбеков становится, так? Поэтому этот момент тоже следовало бы учесть. Я думаю, большой затраты мы не понесли бы, колледж превратить в высшее учебное заведение вот, для подготовки именно кадров Арктики на месте. И самое последнее, вот, транспортная схема завоза. На мой взгляд, все же надо поменять, не полей не надо довести, обеспечивать, до Тикси, до Архангельска, с Архангельска, с восточной стороны, с Владивостока. Это намного дешевле нам обошлось бы, хотя определенные экономические ущерб получит Ленское объединенное пароходство, но интересы дела требует, что мы логистику завоза с севера несколько поменяли и все же сэкономили очень большую затратную экономику завоза грузов, обеспечивающие особенно материалы практики. Вот такие соображения на ваше размышление, рассмотрение. И
если можно некоторые озвучить эти требования. Спасибо. Коллеги, спасибо всем за выступление и предложения. На самом деле, по сравнению с двумя предыдущими столами, у нас здесь очень тихо и спокойно, да? Да, северяне на самом деле очень спокойный народ, но вместе с тем, конечно же, мы понимаем, что проблем здесь, наверное, гораздо больше, чем у других, более таких территорий, наших южных, центральных. Ну, давайте пойдем по порядку, да? Конечно же, вот еще раз хочу сказать, что мы должны очень серьезно, дифференцированно подходить по налоговой политике, вот, по северам. Мы эти вопросы обязательно будем с правительством смотреть, и что можно сделать с нашей точки зрения, мы обязательно сделаем. Вместе с тем, коллеги, я прошу, вот, особенности глав районов, на вашем уровне тоже смотреть, чем вы можете поддержать районы поддержать своих предпринимателей. Потому что мы сейчас второй холкос не создадим. Якутопторг и Саханнефтегазбыт в каждой деревне свои филиалы не откроют. У них, у каждого из них сотни миллионов сейчас долгов, кредитов, там даже миллиардные долги у Саханнефтегазбыта. Сейчас Саханнефтегазбыт, между нами говоря, уже начинает закрывать заправки даже в центральной части республики. Потому что реально по прошлому году он понес убытков из-за вот этого резкого роста цен на топливо, да, который вы все знаете, и которые мы были вынуждены сдерживать около 700 миллионов рублей. Чистых убытков вот, Саханнефтегазбыт ушел только для того, чтобы цены удержать. Вот. И, конечно же, в этих условиях говорить о том, что он там будет дальше открывать какие-то филиалы и так далее, вообще не приходится. Мы поэтому должны, я не говорю в части обеспечения нефтепродуктами, но в части обеспечения продуктами, какими-либо другими товарами, все-таки ваших предпринимателей вам надо на местах хорошо поддерживать. Вот в Анапале очень хороший опыт, так, они правильно использовали те доходы, которые есть. В других районах местами есть примеры. Но вот в целом это надо сделать вашей политикой. Все-таки бизнес ваш, надо вам, в первую очередь, вам лично самим поддерживать. Для вас это гораздо важнее, чем для других районов, наверное. Потому что зачастую, если у вас один предприниматель исчезает, то в целом все село уже становится просто уже на грани выживания. В других местах-то хоть какая-то, но еще конкуренция остается. Конечно же, при этом мы будем поддерживать наши традиционные отрасли, оленеводство, рыболовство, охоту. Вы знаете, я много слышу сейчас разных предложений, так, самых разных. Особенности вот то, что касается оленеводства, говорят, от Минсельхоза забрать, обратно давайте Министерство Арктики отдадим. Так? Ну, коллеги, от перемены мест сумма не меняется. Если мы не поменяем вообще подходы в целом к оленеводству как к отрасли, да, у нас что в Минарктике оно будет, что оно в Минсельхозе будет, что оно, Михаил Юрьевич, мы отдельный АПК «Север» создадим новый, да, пользы не будет. Мы, главное, вообще должны наш продукт, нашу вот, продукцию оленеводства вывести на рынок. Вся эта проблема в чем? Она же у вас не продается. Она у вас практически, остается на месте, по большому счету. И помните, у нас одно время, вот, несколько лет назад, поголовье оленей 200 тысяч достигало. Было же вот, несколько лет назад. Так, сейчас упало на 150 тысяч. Вот когда 200 тысяч достигало, что у нас? Оленеводство процветало, что ли? Те же проблемы были, что и сейчас. Те же проблемы какие-то. Поэтому я вот перед Минсельхозом такую задачу поставил, и хочу, и вы, чтобы вы об этом знали, мы должны все-таки что-то с продукцией оленеводства сделать, какие-то новые подходы найти, чтобы мы их могли вывести на рынки. Рынки республики, рынки России, рынки зарубежные. И вот если у вас есть какие-то интересные предложения, идеи, мы обязательно их поддержим. Вот Александр Иванович сейчас выступал, в том числе не только по оленеводству, по дикоросам и так далее. Коллеги, несите идеи. Если ваши идеи, мы увидим, что в них есть хоть какой-то экономический толк, мы, конечно, будем эти проекты поддерживать и субсидии давать на это. А если мы просто говорим, дайте нам побольше денег, чтобы мы сделали, корабль построили, изгородь сделали и так далее, да? Раньше тоже давали, раньше тоже делали, так, но все равно все мы констатируем, что отрасль у нас особо не развивается. Я был вот недавно на Ямале, поездил, там встретился в том числе с оленеводами,
встретился с переработчиками, встретился с их министерством сельского хозяйства. Они все-таки в свое время, лет 10 назад, смогли выйти на внешние рынки с продукцией с олениной. Они оленину, знаете, 20-30 разных продуктов мне показали, что они делают. Так, копченая такая, полукопченая такая, колбаса такая, колбаса всякая. Вот. И это они в основном внутри себя потребляют, их там меньше, чем нас живет. Да? Они это все отправляют в скандинавские страны, в страны Европы, где сегодня сформирован рынок экологической еды. На самом деле я считаю, что мы правильно будем делать, если будем говорить, что наша вот оленина это экологически чистый продукт. На самом деле оно так и есть, да? И мы должны вот под таким брендом ее вводить уже на рынке Юго-Восточной Азии. Но просто надо здесь нам все вместе в кооперации работать. А то я иногда читаю, опять же, выступления наших так называемых общественников-экологов, да? Коллеги, ну, если наши экологи будут кричать, что у нас там вся земля отравленная, вся земля такая, ну, за границей люди тоже читают это, да? И кто у нас будет покупать нашу оленину? Да, они скажут, да они у вас там по радиоактивной земле ходят, так, или у вас там все реки отравлены. Вот и вся история. Сами себе плохо делаем, потом удивляемся, почему никто к нам не хочет ехать, и никто не хочет нашу продукцию покупать. Вот поэтому вы о своей ответственности тоже думайте, и со своими жителями тоже надо уметь работать. А то наши люди сейчас научились в интернете работать, да? Они что делают, как что происходит, они ни вам не пишут, ни мне не пишут, так они или Путину, так или там в Организацию Объединенных Наций. Слышали же недавно один известный деятель, господин Седальчев, так вышел, говорит, я Трампу пожалуюсь, что здесь мусор в Якутске убирают совместно с иностранцами компании. Ну, давайте Трампу пожалуемся, так, и будем мусорить жить. Так, ну, а люди это все читают, люди это все видят, и какие из этого выводы делают, не самые лучшие для нас, к сожалению. Поэтому я считаю, что оленеводство мы должны все-таки вот, каким-то образом, пусть небольшим, но мы должны его в хорошем смысле экономически, ну, оно сильно рентабельным не будет, да, но хотя бы чтобы деньги, оно реально людям приносило, кто у нас на земле работает, мы обязательно должны сделать. Вот есть у нас хорошие примеры. Вот я могу обещать, что правительство вот части вывода продукции оленеводства на рынке, да, переработки ее, все меры примет. Но дело за вами вот, такую кооперацию хорошую сделать. По ГСМ. Проблема всей республики, коллеги, да? Я об этом уже неоднократно говорил, могу вам повторить. Пока в нашей республике мы не наладим производство собственных продуктов, вот моторного топлива, мы будем всегда очень отставать. Потому что у нас на территории республики производства нет, мы все завозим извне, бензин, дизельное топливо. В итоге, так как вертикально интегрированные нефтяные компании Роснефть, Лукойл и так далее, у нас заправок своих не делают, поставок своих сюда не делают, у нас оптовые цены выше, чем у них розничные цены. И мы вот в итоге получаем 70 рублей без топлива сейчас уже на севере. Я поручение такие дал, сейчас уже у нас работа началась. Слышали, читали, наверное, на прошлой неделе Юрий Петрович Лудин здесь отдельное совещание устроил именно в части газопереработки. Я надеюсь, что мы в течение вот, ближайших 3-5 лет все-таки эту индустрию создадим, и у нас собственные нефтепродукты здесь появятся. И тогда, отвечать не буду, да, но по нашим скромным расчетам, как мы считали, мы где-то 10 рублей цену на здесь топлива от нынешних сможем уже дать. Это уже, на мой взгляд, уже достаточно существенно. Ну и во-вторых, это будет у нас здесь на местности оставаться, и налоги, и так далее, это уже немножко другой язык. Это регулировать цены. По мамонтовой форме. Вопрос крайне важный, да, для всех нас очень важен, потому что то, что сейчас творится в северных районах, конечно же, это, ну, так и должно быть. Вот, нормальной цивилизованной стране. Сейчас мы работаем на принятие федерального закона. Вот Галина Кентина Данчикова, она у меня 2 дня назад была, положила, как она продвигает наш законопроект. Он уже достаточно много согласований прошел. Но сейчас нам на самом деле осталось уже договариваться на самом высоком уровне, потому что есть там 2 диаметрально противоположные точки зрения. Одна как бы наша, другая там некоторые наших коллег федеральных. Поэтому, наверное, будем искать уже на уровне Медведева и Володина какое-то решение, которое всех нас устроит. Вот. Но пока законодательного обеспечения этого вопроса нет, но тот бардак, который есть, будем пытаться останавливать уже локально. Так, на самом деле, конечно, нам нужен закон. Так, мы
все это прекрасно понимают. Причем я попрошу Министерство охраны природы в этом году все-таки контрольные мероприятия более активно проводить, что вот то, что сейчас коллега из МУМа сказал, да, таких вещей на что не было. Так, по подключению к сетям теплоснабжения. Я вот на предыдущей сессии тоже про это говорил. Я вас прекрасно понимаю, что вам хочется, конечно же, подключить к централизованным источникам топлива, к централизованным источникам теплоснабжения все ваши частные дома, и проблему эту на самом деле очень серьезно закрыть раз и навсегда. Но у нас сегодня сложнейшая ситуация по субсидиям по коммунальному сектору. Вы знаете, что вот на северах вы платите 3-6% от тарифа. Ну, это академический расход. Остальные 94% субсидирует государство, организация коммунального комплекса. У нас по одному Верхоянскому району сумма субсидий по прошлому году составила 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Это то, что мы на один Верхоянск отдали субсидии. Вот товарищ Ануков подошел, сидит, нос чешет, да? Вот, примерно это большая часть этой субсидии пошла в ЖКХ. У нас общая сумма субсидий на ЖКХ сегодня уже от 20 тысяч больше миллиардов рублей. Вот просто тратили вот эти деньги на субсидии. Потому что в свое время мы поставили очень низкие тарифы для населения, и опять же, исходя из благих целей. Сегодня, может, хотели бы поднимать там на 10%, но федеральные органы, так как они видят, что все другие регионы в свое время серьезно окупаемость тарифов повысили, то есть там народ платит не 30, как у нас в среднем по республике, а 60, 70%, 80% даже. Есть регионы, где все 100%. И они сегодня уже не позволяют нам тарифы быстрыми темпами увеличить. Они говорят, по 2%, по 3% увеличили. Мы попали сейчас в условия, когда вот у коммунальщиков на 10% растет цена топлива, тарифы реальные затраты растут на 10%, а мы в итоге гораздо быстрее вынуждены увеличивать субсидии. Года 4 назад субсидии на коммунальный комплекс у нас были 10 миллиардов. Сейчас, вот, я еще раз говорю, реально уже 25 миллиардов, включая энергетику. Вот, из них 20 миллиардов лучше. Мы просто физически не можем весь бюджет республики туда бросить. Потому что если мы туда будем увеличивать, то мы будем уже вынуждены снимать за бюджет, которые нам, конечно, тоже не будут делать. И поэтому здесь будем смотреть, по мере возможности, там, где что-то можно сделать, будем продвигаться, но быстрого здесь движения вперед, к сожалению, не будет. По 202 постановлению по оптимизации по так называемому модельному бюджету. Коллеги, это решение придумал не Солодов, придумал не Николаев, и даже не Борис Федорович. Это решение федерального правительства о переходе всей страны на модельный бюджет. Вообще это решение должно было уже с 2017 года по всей стране реализовываться, но в связи с разными возражениями со стороны регионов постепенно вот такой перенос идет. Сейчас вроде бы с 2021 года он должен быть проведен обязательно. Но Минфин России сегодня уже требует, чтобы мы по ряду направлений начали переходить. По нам, по нашей республике, конечно, у нас самая раздутая система бюджета. Это тоже надо признать. Мы бюджетную систему очень серьезно увеличили, и сейчас требования очень жесткие. Или вы начинаете что-то делать с этим, или вы перестаете получать дотации. Мы крупнейшие в стране после ингушетии получатели дотаций из бюджета. Федерально. Об этом тоже надо говорить. Да? И чем это нам грозит, тоже не буду здесь рассказывать. Поэтому все равно тяжело ли, как ли переходить будем, конечно же, будем в каждом случае смотреть индивидуально. Тут не надо думать, что всех по одному региону после карантина на этом закончится. Практики я просил особо практически каждую школу, каждую дом культуры смотреть лично на уровне представителя правительства. Надеюсь, все-таки мы таких скоропалительных решений не сможем избежать. Вместе с тем, коллеги, эта работа будет продолжаться. И вот других главных тоже об этом говорит. Со следующего года мы с вами, органы госвласти Якутии и муниципального будем на 30% еще сокращаться. Вот федеральные чиновники уже начали это сокращение. Вот в этом и следующем году органы федеральной власти, которые работают на местах, в Якутске, у вас на местах, где они еще есть, да, они будут сокращаться на 30%. То есть в 2025 году, 10 следующих. Мы вот на 30% нас тоже это ожидает сокращение.
Вот, поэтому вы тоже над этим тоже серьезно думаете. Кого вы как будете сокращать? От этого мы точно не слышим. Так, по различным видам, вот, ну, скажем так, по транспортному комплексу, сам так скажу. Конечно же, наши дороги обязательно должны строить. Мы должны там, где, вот как раз касаясь изменения пути завоза, мы тоже должны учитывать это и очень серьезные какие-то новые подходы вырабатывать. Мы с вами прекрасно понимаем и видим, что Яна становится уже малопроходимой рекой, да? Каждый год мы поедем испытываем колоссальные проблемы. Вот. И есть уже предложение, как бы круглогодичную дорогу Яна сделать, чтобы она реально обеспечивала завоз по Янской зоне. Да? Это, конечно, будет тактически дорого, мы вынуждены будем большие деньги сейчас отдать, но стратегически это очень правильно. Мы уйдем от огромной сложной системы завоза, да, то есть сможем уже каким-то образом круглогодично доставить. В этом направлении будем и двигаться вперед. Александр Сергеевич, вопрос идет о привлечении средств недоработки. Нет, подожди, мы дойдем до этого. Ты не спеши. Все понятно. Что касается вопросов обеспечения сейчас, вот, например, вездеходной техникой, мы эти вопросы будем смотреть, там, где есть необходимость, правительство будет решить. Вот. По авиации то же самое, по социально значимым рейсам тоже будем работать, тем более вы знаете, что сейчас пройдет большая реконструкция у нас по федеральному аэропорту, северному аэропорту. Мы тоже настаиваем, чтобы эта работа в ближайшие годы была, ну, в целом как бы проведена и решена. По вопросам, связанных с развитием туризма. Конечно же, стратегия Арктики, развитие Арктики туризму будет посвящена отдельный раздел, это само собой понятно. Мы нашу природу чистую, нетронутую должны правильно использовать. Конечно же, при этом, дорогие друзья, надо все-таки закон соблюдать. Ну зачем, зная, что это земля заповедная, мне что-то пытаться построить? Все равно, что прокуратура придет, рано или поздно это все рассмотрит. Вот мы всегда из благих целей наступаем на эти же грани. Не только в этом самом. Вот мы сейчас недавно только закончили судиться, это вот знаменитая история, слышали, по Ляпушу, где тоже построили базу вот, за 100 миллионов рублей, построили опять же на территории особо охраняемой территории. Вот. 4 года мы потратили на то, чтобы это хоть каким-то образом трясти. Вот сейчас это все лодку делает. Поэтому, конечно, развивая туризм, мы должны, во-первых, все делать по закону. Во-вторых, хочу сказать, что мы здесь будем ориентироваться на малый бизнес, на поддержку малого бизнеса на местах. Ну и, конечно, он не будет такой, что к нам десятки тысяч человек будут приезжать, когда это само собой, мы должны делать более такой эксклюзивный, для более богатых, обеспеченных людей, ну, которым очень нужна такая, знаете, в хорошем смысле девственная, нетронутая природа. Вот. И при этом, конечно же, определенный комфорт, какие-то дома отдыха, гостиницы, мини-гостиницы, они должны быть, они, в целом, для очень должны себя. Поэтому в этой части мы обязательно стратегии Арктики эти подходы отразим, но и очень надеемся на вашу поддержку в этой части. Это как раз полностью, на самом деле, как раз в зоне ответственности местных властей. Теперь, что касается вот большого бизнеса, крупного бизнеса, да? Коллеги, мы начинаем опять видеть шкуру убитого медведя, когда начинаем говорить о социальной ответственности бизнеса. В Арктике бизнес, наш Арктику бизнес мы его сейчас силой туда заталкиваем, так, а мы туда не пойдем, там же у нас не выгодно. У нас, конечно же, не выгодно, когда у них, ну, тот же Кючус, если сейчас осваивать с помощью дистопера, например, да, вот мы как раз с Матвеем Николаевичем Алексеевым недавно разговаривали. Он уже все посчитал, у него себестоимость киловатт-часа электричества выходит 120 рублей. Вот, а может быть даже больше. Ну и вот как при такой себестоимости, он говорит, как у меня грамм золота будет и так далее. Конечно, я ухожу сразу вниз. Поэтому никто не пойдет на Кючус. Никогда и никак. Только если вы дадите полное освобождение от налогов. Я говорю, тогда зачем мне? Ты лучше, чтобы ты пришел, золото дадут, ушел, а ты просто какая-то количество, если налогов не будут получить. Вот пока такой у нас идет диалог с нашими добровольцами, со всеми. Поэтому, Иван Иванович, мы думаем, что здесь все-таки основную нагрузку по созданию инфраструктуры, в том числе к месторождению полезных ископаемых, все равно придется федеральный бюджет на сектор. Мы никак по-другому это не видим.
Мы с Лукиным на эту тему тоже разговаривали, он меня поддерживает в этой части, что мы не должны там полное освобождение от налогов давать и так далее, но мы должны с помощью федерального бюджета построить дороги, например. Да? Мы вот сейчас ведем очень серьезный разговор с Росатомом о строительстве линии атомных электростанций на 50 мегаватт, на 75 мегаватт, которые могли бы дать, с одной стороны, дешевое электричество на населенные пункты, ну, например, вот, в Лусянском районе, а с другой стороны, электроэнергию дешевую дать, например, на Ключичку. Тогда электричество все оплачивал как раз недропользователь, а мы уже по дешевым тарифам могли бы абсолютно спокойно электричество давать на наши поселки в Лусянском районе. Вот. Такие подходы есть, мы их отрабатываем, обязательно будем с главами районов советоваться, когда у нас решения начнут появляться. Но в целом вот такой подход возможен. Мы обязательно должны какие-то интересные проекты недропользователей привлекать в федеральный бюджет и при этом каким-то образом, чтобы вот это создание всей этой инфраструктуры помогало повысить качество жизни наших людей сегодня. Вот. А когда они уже станут на ноги, начнут там хорошо работать, ну, конечно, они будут помогать нашей территории, куда они денутся. Я вот не согласен также, Иван, что вы сказали, что от нефтяников мы ничего не получаем. Сейчас у нас первое место АОС, второе место Сургутнефтегаз, третье место Тасюряхнефтегазовыч по оплате налогов республиканского бюджета. Причем каждый из них там уже платит 50 миллиардов рублей. Поэтому я считаю, что нормально. Вот «Газпром» пока не платит, потому что они еще не начали добывать, да? Но они говорят, что года через 3, через 4 мы, может, и с АОСом еще поспорим. Да? Ну, я громко не говорю, да? Вдруг такое не случится, но даже если они будут платить там 10-20 миллиардов, это для нас очень большие суммы. Вот. Так, дальше что у нас еще было? Так, по научной экспедиции по Колыме, ну и вообще по нашим северным рекам, Иван Павлович и другие коллеги говорили, я согласен, мы вообще с точки зрения научного исследования нашей территории, конечно, очень серьезно отстали. Вот. И, конечно же, мы понимаем, что и экологически надо делать экспедиции, и какие-то ресурсные вещи смотреть надо, вообще смотреть надо и социально-экономические процессы, которые у нас происходят. Поэтому такие научные экспедиции с помощью нашей Академии наук, с привлечением федеральной науки мы обязательно будем делать, потому что вот то, что по Колыме, конечно, у нас сейчас последние годы идет, это понятно, что это пришло надолго, если не навсегда, так, если не на всю жизнь нашего поколения. И поэтому меры там надо принимать совсем уже другие. Да? Мы как-то все по старинке, надеемся, что ладно, в этом году паводок был, в следующем не будет, все как 10 лет назад будет, так и вернется. Судя по всему, на Колыме уже мы должны жить уже в условиях вот такого половодья каждый год уже на многие десятилетия вперед. И исходя из этого уже смотреть и в том числе и наше территориальное расположение наших поселков. Вот, и по Колыме, и по Алазии. Я вот по разводным заводам на северных реках, Иван Павлович, давайте я поручение правительству дам, чтобы они просчитали, как это все, экономика этого процесса будет выглядеть. Если есть такая необходимость, и это, в принципе, более-менее выгодно, мы этим займемся, потому что сейчас по разводным заводам мы работаем по строительству завода на реке Лена, вот с центральной ее части, как раз для того, чтобы здесь тоже ценные виды рыб выпускать, вот, потому что здесь у нас тоже достаточно большое падение. Так, ну, если по северным рекам, по Колыме такая проблема есть, давайте вместе посмотрим. Так, по работе с недропользователями в части контроля за лицензиями, вот, Иван Петрович правильно поднял вопрос, поручение правительству Минпрому, да, в этой части, конечно, Минпром дорабатывает, я согласен с вами, так, это не только по вашему району, и по другим территориям есть, когда недропользователи приходят, когда жители начинают мне писать, я уже обращаюсь к ним, Минпром сам не знает, там потом начинается эта работа, ловим в конце, да, поэтому давайте мы здесь все-таки порядок надо наводить тоже, так, я согласен, что уж местные главы должны на местах, на территориях точно знать, кто у них на район пришел и что за человек, чем он дышит, как он дальше жить будет, так. Так, теперь по вопросам кадров, вот здесь и Михаил Тимович про это говорил, и некоторые из вас понимали. Конечно же, мы на северах должны кадры готовить.
мы должны, в том числе вот и колледж, который у нас сейчас комиссия развивает, если есть необходимость, его можно филиалом, на самом деле, Михаила Ефимовича, сельхозакадемии или арктического нашего института, а может университета в целом сделать. Правильный подход, так, ну, какие-то вещи надо решать. Хотя в целом, конечно, мы сейчас приняли курс на реальную модернизацию вот колледжей наших, повышение их уровня, чтобы они реально готовили людей очень высокой квалификации. Вот. Вместе с тем, коллеги, пользуясь случаем, хочу к вам обратиться, к главам района и главам поселка. Вы тоже должны учиться. Мы, к сожалению, почему-то думаем, что раз нас народ избрал, раз мы сели в это кресло, да, то мы самые умнее нас людей, по крайней мере, на территории села, района, республики нет, так, и поэтому учиться нам не обязательно. Глубочайшее заблуждение. Учиться надо всегда. Время идет очень быстро, изменение идет в море. Так? И я тоже не скрываю, я тоже учусь, я постоянно, вот, когда есть возможность, и самообразованием занимаюсь, всякие видеокурсы прохожу, в университеты езжу всякие на короткие семинары, потому что учиться надо. Надо и с людьми общаться, опытом меняться, так, и что-то новое узнавать для себя, что есть хорошее в других регионах, в других странах, и сюда притаскивать. Так. В своем болоте сидя мы сильно развития это не получим. Поэтому вот, мы как раз систему вот этого нашего съезда нынешнего специально сделали так, чтобы как можно было у вас возможности таких семинаров пройти, обучение пройти, вот, глав районов. Некоторые мне с понедельника говорили, а зачем нас на учебу отправлять, мы и так умные, там, чему они нас научат. Но ко вторнику вечером мнение у них изменилось, так, они поняли, что они ничего не знают. Так. Это тоже самый важный результат, когда ты понимаешь, что все, что ты знал, оказывается, уже сейчас не нужно, надо новые знания, новые какие-то компетенции получить. Поэтому я пользуюсь случаем, вот вас всех к этому призываю. Так, коллеги, ну, в принципе, по крупным вопросам, по-моему, я все ответил. Так? Если у вас какие-то есть еще вопросы более такого частного характера, вот у нас департамент местного самоуправления работает, к Афанасию Семеновичу обращайтесь, так, ему письменном виде передавайте, я вам могу обещать, что я лично все ваши предложения лично сам рассмотрю. Так, и, конечно, в заключение я что хочу сказать, коллеги, я очень уважаю труд главы муниципального образования. Я сам вот 7 лет практически, 6,5 лет возглавлял крупнейший муниципалитет республики. Если бы я там не работал, я бы главой республики не стал. Так? Мы, главы муниципальных образований, бывшие и настоящие, так, ближе всех к людям, мы понимаем, какие у них чаяния есть. С любыми проблемами там, федерального уровня, республиканского, муниципального, человек приходит в первую очередь сначала к вам, так, а потом уже ко мне. Так. Поэтому вы принимаете вот как раз самый первый удар, на местах все проблемы решаете. На самом деле, особенности вы, которые работаете на севере, работаете в Арктике, у вас ситуация самая сложная. Вместе с тем я хочу сказать, что вопросы у нас в целом решаются, на вас, сидящих здесь, жалоб мало, слава Богу, так, ко мне постоянно приходят всякие там письма, так, ну, по некоторым товарищам есть, но я думаю, что вот, в основном они касаются больше культуры общения, так. Нет такого, что там воруют деньги, разворовывают, плохо работают, говорят, там грубо разговаривают. Так? Но, коллеги, я думаю, что это исправимый недостаток. Вот. Я прошу вас в таком же духе дальше продолжать работу, потому что именно от вас и от нас вместе взятых, да, зависит, как будет развиваться наша Арктика, будет наша Якутия, будет наша Россия развиваться. Поэтому всем желаю здоровья, успехов и удачи в этом труде. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы завершили нашу сессию. Всем огромное спасибо за участие, за ваши вопросы. И, конечно, спасибо огромное Александру Сергеевичу. Thank you.